Следующий падеж. Ударный падеж. Направительный падеж. Отвечает на вопросы. Там где чуже. Соответствует русским вопросам. Кому? К чему? Куда? Отличительной особенностью этого падежа является то, что аффиксы его Ч, Ж имеются только аффиксы с передними буквами, то есть является исключением из закона сингармонизма. Несмотря на то, что в основе будут гласные заднего ряда, аффикс остается с гласной переднего ряда. Например, балыкче, к рыбе. Не балыкча, а балыкче. Остается гласная переднего ряда к рыбе. Значение. Первое. Направление действия. Например, айзегыр. Смотреть на Луну. Действие направлено на Луну, поэтому присоединяется аффикс направительного падежа. Айзе. Айзегыр. Второе значение. Лицо или предмет, к которому направлено действие. На лицо. Или предмет, к которому направлено действие. Салдыстевар. Пойти к салдысу. Направлено на действие. Действие направлено к салдысу, поэтому аффикс направительного падежа. Салдаше. Салдысу. Также имеется еще дополнительные аффиксы направительного падежа. Это тыва, тиве, дыва, диве. Также тува, тюве, дува, тюве. Значения те же самые. Аффиксы тыва, тиве и остальные присоединяются, как обычно, если основа заканчивается на глухую согласную, а всех остальных на дыва. Например, тайрадова. Тайрадова жору. Уйти в тайгу. Смысл точно такой же, как и при тайраже.